Я по улице иду и пою на ходу. Погляжу туда-сюда, всюду красота. Всем, всем, всем хочу сказать я, жизнь веселый и радостный сон. Люди, сестры, люди, братья, я в вас по уши влюблен. Да, мы бегаем, а жизнь идет столбом. Ну, ребята, ух, все нервные стали, ух, накаленные. Измотала нас жизнь, извертела. В одном учреждении был в связи с перестройкой. Те, кому есть что делать, томятся в приемной. Кому нечего делать, бегают. Остальные сидят, ждут перемен. А в воздухе такое носится. Дотронулся до одного сумеречного малого, вот такая искра. Что с тобой спрашивают? Не спрашивай. Наэлектризованный стоит, а другой бегает с бумагами и мелко-мелко искрит, как провод голый. А чего, спрашиваю, вы такие заряженные? А у нас такая сцепифика у нас такая. Ух, во дела, во заботы. Раньше я думал, чего-то нам не хватает. Теперь думаю, что-то лишнее в людях появилось. Человек об человека, вот такой куршлюк. Кто-то кому-то на ногу наступил, столб огня. Сидоров, срочно сделай эту работу. У меня уже есть срочная работа. Значит, после той срочной работы срочно сделаешь эту работу. А после той срочной работы у меня есть еще одна срочная работа. Значит, после той срочной работы срочно сделаешь эту работу. После той срочной работы у меня обед. 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 Да. Значит, придешь после обеда и срочно сделаешь эту работу. После обеда у меня уже есть срочная работа. Значит, после той срочной работы срочно делаешь эту работу. После той срочной работы я иду домой. 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 Да. Значит, идешь завтра и срочно с утра сделаешь эту работу. А завтра я ухожу в отпуск. Значит, идешь из отпуска и срочно делаешь эту работу. После отпуска я еду на сессию. На сессию? Да. Инженером будешь? Инженером буду. Мало зато добра. Еще одно будет. Значит, после сессии срочно делаешь эту работу. Это в будущем году. Именно тогда. А может, я и на пенсии буду делать вашу срочную работу? Да, на пенсии. Ты мне на том свете придешь и срочно делаешь эту работу. На том свете? Да. 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 Вместе с вами. Так? Да. Так? Да. Ты мне делаешь? Нет. Делаешь? Нет. Накаленный народ, нервный. Начальники наскакивают на подчиненных. Нель Степановна, будьте любезны, позовите товарища Петрова. Товарищ Петров? Да. Вон отсюда! Нервный народ, чувствительный. На прием к начальнику записался, а кто-то впереди тебя все время. Все время кто-то умнее. Стоишь, стенку подпираешь, а он проныривает. Я делегат, ты не делегат. И в тебе электричество добавляется. Уже стреляешь током, уже можешь сваривать тонкие листы металла. Что же получается? Один трудящийся впереди другого трудящегося пролезает и ягодицами его отталкивает. А к отдельному трудящемуся остальные трудящиеся могут пробиться только через бюро пропусков. С Новым годом вас поздравляет коллектив коммунистического труда. Николай Николаевич, не прибыло оборудование, что делать? Откуда такая беспомощность? Почему я один должен все решать? А если я умру? Первая заповедь руководителя. Сказал, отрубил. Никаких колебаний. Может быть, послать письмо? Никаких может быть. Посылайте письмо. Ну, мы уже 3 письма послали, может быть, не посылать. Никаких может быть. Не посылайте письмо. Ну, уже все сроки прошли. Так, пишите письмо. Но они объяснили задержку, неудобно. Неудобно. Не пишите. Но оборудования нет, надо писать. Прекратите болтовню. Пишите письмо. А потом краснеть будем, лучше уже не писать. Так, не пишите. Что же делать, писать или не писать? Решаю. Писать, но не посылать. А здесь большая группа трудящихся наблюдает, как один толкает ящик. Он неправильно тащит. Ну разве так тащат? Ты снизу бери, поддень его, поддень. Как же он его подденет? Да сверху давай. Да сверху ему будет неудобно, сбоку заходи. Сбоку он выиграет в силе, но проигрывает в расстоянии. Знаете что? Волоките, поки потянуть, волоките. Нет, правильно. Ложите, дави. Передайте ему, пусть сделает тупой угол. Стоп. Надо добавить еще одного человека. Кати! Давай! Кати! Нет, давай, кати! Совывай! Стоп, кати! Прошу на совещание.
сбоку давай, давай сбоку. Он дышит неправильно, он неправильно дышит. Он Равномерно, дышите равномерно. Набери воздух и кати. Да. И кати, давай. Стоп. Может, его материально заинтересовать? А что? Мне кто-то говорил. Да. Там деньги играют большую роль. Если им больше платить, они лучше работают. Материально заинтересуют. Да. Получайте надбавку. Я? Еще! Давай! Ну давай! А, ну, живей! Давай, живей! Давай, кати, давай! Надбавка не помогла. Нет. Прошу на совещание. Ну вот, совещание помогло. А заряды имеют свойство накапливаться. Деваться зарядом некуда. Тот, в которого ваш заряд направлен, заизолирован. Значит, вы разряжаетесь в окружающее пространство. Вне заизолированных трудящихся, которые трясутся с вами в одном вагоне. Или еще хуже, в трудящиеся, которые мучаются с вами под одним одеялом. А ночью весь дом содрогается от крика, это у кого-то накопленное за день выходит. Утром, разряженный, но перебинтованный, он отправляется на работу добавлять заряд. Позвать немедленно главного инженера! Бегом, прыжками, быстрее, еще быстрее! Сюда, ко мне! С поздравлением вас, Петр Иванович. Спасибо! Я был 2 месяца в больнице. Что я вижу? Что творится? Все рушится. Чем занимаются люди? Заканчивай сборку. Что? Сборку. Я так и знал. Все пропало. Какую сборку? У вас же ворота перекосились. Свистать всех назад. Сюда ко мне бегом, прыжками, быстрее, еще быстрее. Стой! Руки вверх! Куда? Станок наладил. Наладил? Все рухнуло. Сейчас не это главное. Всем на ворота. Как? Бегом, прыжками, быстрее, еще быстрее. Стой! Руки вверх. Всем на воротах, а ты где? Я на заборе. Какое преступление ты там совершаешь? Да красит. Красите! Ты не один! Вас там много! 2. Все пропало! Вы знаете, что вы натворили? Черным цветом. Какой дурак приказал! Главный инженер. А если бы он вам приказал желтым, вам было бы все равно! Что там, не все равно? Стой! Бегом, прыжками, быстрее, еще быстрее! Бросай ворота! Свистать всех на забор! Вперед! Все пропало! На помощь! Мне плохо! Я умираю! Все ко мне! Я возвращаюсь в больницу на 2-3 месяца! Без меня ничего не делаете! К вечеру, светясь как электрический скат, приглашается к министру на совещание. Почему срок не изготовили? Мы объяснили, что качество металла... Вас никто о металле не спрашивал. Вы конкретно почему не сделали? Так ведь мы писали, что на этом оборудовании невозможно... Что возможно, что невозможно, вас не спрашивают. Вы конкретно почему не сделали? Мы же писали, наше оборудование ни к Вас черту не спрашивают об оборудовании. Вы конкретно почему не сделали? Мы же не могли сделать, у нас нет металла, у нас нет Чего у пластмассы. вас нет, чего у вас есть, вас не спрашивают. Конкретно почему не сделали? Не сделали и все. Но сделайте. Что сделаем? Вот и все. И все. А дома вас ждут с ремонтом. Там жена с сантехником сцепилась, они открывают дверь, и 3 половинки критической массы наконец сходятся. Вот так и получается, что мы друг друга заряжаем, а потом друг в друга разряжаемся. Потому что в природе ничто не исчезает и не появляется. Все переходит из одного вида в другой такой же. Так может быть все-таки заземляться? Она для этого существует, земля, мать наша. Она нас родила, она все обратно примет. Я по кладбищу иду и пою на ходу. Погляжу туда-сюда, всюду красота. Всем хотим сказать мы, жизнь веселый и радостный сон. Люди, сестры, люди, братья, я в вас по уши влюблен. Люди, сестры, люди, братья, я в вас по уши влюблен.